Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. В Якутии задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве. Следователи МВД в Мирнинском районе возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Айхал за вымогательство в крупном размере с применением насилия. Немногим ранее в полицию обратился 55-летний житель поселка. Он сообщил, что неоднократно судимый земляк под надуманным предлогом вынуждает его продать однокомнатную квартиру за 700 тысяч рублей и передать деньги ему. При этом злоумышленник применяет насилие и угрожает расправой. После обращения подозреваемый пытался скрыться за пределами района, но был установлен и задержан. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Нерюнгринские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Он был задержан на территории Читинской области Забайкальского края. 26-летний безработный мужчина, скрывавшийся от следственных органов, подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В Якутии возбудили уголовное дело за незаконную добычу бурого угля на сумму свыше 52 миллионов рублей. Оперативники установили, что организация в лице своего руководителя заключила ряд договоров на поставку бурого угля, не имея на то соответствующей лицензии, и затем в течение 4 месяцев занималась незаконной добычей и поставкой полезного ископаемого. Уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, возбудили в отношении 44-летнего руководителя организации. В отношении жительницы поселка Жатай возбудили уголовное дело за повторное нарушение закона в сфере алкогольного законодательства. По сообщению МВД, участковые не раз привлекали ее к административной ответственности, но все предупреждения полицейских ею игнорировались. В конечном итоге в отношении 49-летней женщины возбудили уголовное дело. И снова алкоголь, но на этот раз не продажа, а употребление. Женщина, выпив, села за руль. Выяснилось, что уже не в первый раз. Как сообщает прокуратура Якутии, 40-летнюю жительницу Якутска в июне прошлого года оштрафовали на 15 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Несмотря на это, в июле этого года она снова села пьяной за руль. Ее задержали. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование. На этот раз в ее отношении возбудили уголовное дело. Во время судебного заседания она полностью признала свою вину. Подсудимой назначили штраф 200 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Перейдем к происшествиям в мире. В Колумбии продолжаются массовые антиправительственные протесты. В марше по улицам Боготы в среду, по официальным данным, приняли участие 40 тысяч человек. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Десятки тысяч человек вышли в среду на улицы Боготы, чтобы принять участие во всеобщей забастовке. Это уже 3-я национальная акция, которую организовали профсоюзы. Требования демонстрантов разнообразны. Они хотят, чтобы власти делали больше для предотвращения убийств правозащитников, снизили налоги для бизнеса, поддержали бывших боевиков ФАРК, сложивших оружие по соглашению с правительством, защитили национальные меньшинства. Сообщество коренных народов присоединяется к стачке, потому что цинизм и неуважение в отношении нас продолжается, как и при любом другом правительстве. Люди устали от политиков. Власти ведут себя, будто это их собственная фирма. Коррумпированные бандиты, преступники. Демонстранты также обвиняют полицию в излишнем применении силы и призывают распустить подразделения, работающие на протестах. В ноябре массовые выступления не раз выливались в беспорядки, в которых погибли по меньшей мере 5 человек. Изначально возмущение колумбийцев вызвали возможные пенсионная и трудовая реформы. Об их подготовке писали местные СМИ. В частности, сообщалось о грядущем повышении пенсионного возраста и уменьшении зарплат для молодежи. Президент Иван Дуке, однако, заявил, что таких планов нет, и выразил готовность обсудить кризис. Но переговоры пока не увенчались успехом. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.